Сегодня в Республике остро стоит проблема социальной реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также без определенного места жительства и работы, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Более подробно об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Виктория Рылахова, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Республике, и Михаил Иванов, начальник отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по Республике Саха-Якутия. Доброе утро, уважаемые гости. Михаил Григорьевич, какие проблемы создают граждане, которые попадают под эту категорию, под эти категории? Так, доброе утро, уважаемые телезрители. Данная категория граждан у нас создает для жителей столицы, можно сказать, проблемы такого характера, как они в зимнее время в основном обитают в тех этажах многоквартирных домов. Бывает, что они там поджигают костры, чтобы согреться. Запах от них такой, да. Граждане жалуются. Оттуда их как бы выселяем, они в другой техэтаж, и вот круговорот. Какие правонарушения, да? Да, тут, если они совершают правонарушение, то привлекаем к административной ответственности, выписываем штраф, либо административный арест, но не более 15 суток. Потом также эти граждане продолжают. Какие правонарушения, именно виды правонарушений с их стороны? В основном мелкое хулиганство, появление в общественных местах, состояние алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах. Основные с их стороны правонарушения такие совершаются. Виктория Валерьевна, нам известно, что этим летом прошла социально-благотворительная акция, которая называется «Путь к дому», что она повторится, да? Да, спасибо за вопрос. 25 августа была проведена социально-благотворительная акция «Путь к дому», инициированная уполномоченным по правам человека Сардан Михайловной Гурьевой совместно с Министерством внутренних дел. При поддержке республиканских, федеральных государственных органов власти, муниципалитета, общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, объединила национальные общины. Данная акция, что можно сказать по проведенной акции? К нам обратилось 75 человек. И 75 человек, они получили практическую помощь. Те, кто действительно захотел вернуться в социум, им оказана была адресная помощь. На местах работали специалисты по восстановлению документов с Министерства внутренних дел. Работали психологи Министерства внутренних дел под чутким руководством Лены Степановны Ивановой. Также работали врачи, фтизиатры, проводилась флюорография, проводились анализы на ВИЧ-инфицирование, работали терапевты. То есть была такая работа, консолидация не только органов исполнительной власти, республиканских, федеральных, государственных органов власти, но и гражданского общества, общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, усилиями которых была организована 25 августа текущего года социально-благотворительная акция. Во время проведения акции 75 человек, 1 гражданин был выявлен с открытой формой туберкулеза, 4 гражданина из данной категории лиц без определенного места жительства были с подозрением, то есть эти граждане были госпитализированы в этот же день. Также во время проведения данной акции 2 гражданина находились в розыске. Тоже они были доставлены в соответствующую структуру. Что можно сделать вывод? Какой можно сделать вывод? На самом деле есть граждане те, которые действительно хотят, которым нужна помощь. И на данном этапе
данное мероприятие, конечно же, нужно повторить. Почему? Потому что наступают холода в наших суровых климатических условиях, с учетом того, что на улицах, ну вы сами, наверное, видите, на улицах города обитает очень много лиц без определенного места жительства. В этой связи 20 октября, завтра, пройдет повторная социально-благотворительная акция. Хотелось бы, конечно, отметить, что к данной акции еще дополнительно подключились МЧС по Республике Саха-Якутия, Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия, землячество, национальные общины. То есть, ну вот, мы планируем, завтра у нас готовность проведения на 99%. Ну, будем Ну, работать. где пройдет акция, самое главное, и как можно, да, принять участие? Акция пройдет у нас на территории бассейна Чолбон. Там будет стоять машина, передвижной пункт МЧС, будет стоять палатка, будут работать специалисты, будем проводить флюорографическое исследование, будут брать анализы на ВИЧ-инфекцию, выявление ВИЧ-инфицированных. Значит, будут работать наркологи, психологи, ну, медики будут полностью, вот у нас и будет разбита палатка с горячим питанием. Те люди, которые действительно хотят вернуться в социум, им будет оказана, конечно же, адресная помощь от восстановления документов до трудоустройства. Город Якутск и управа города Якутска, они тоже вот очень активно содействуют. Куда-то можно позвонить? Да, я вот хотела обратиться, пользуясь случаем, уважаемые горожане, уважаемые гости столицы, если вы располагаете информацией какой-либо, пожалуйста, обращайтесь по телефону 40 55 07. Спасибо, уважаемые гости.